дико извиняюсь, что у меня пошла проблема с интернетом. Я надеюсь, это будет продолжение моих разговоров. Я бы хотел это завершить. Ну, суд Украины понятно было, да? Сейчас по неофициальным данным, что требует вернуть оружие какое-то, ну то, что было, отправил. Ну и вот это, короче, херня. Таджикистан должен вернуть оружие, все вот это, то, что есть, Россию. Вот. Я почему вот это слова на русском говорю, чтобы наши соседи Киргизии, чтобы тоже они, когда смотрят это понимали. Прежде чем что-то решать, что-то судить, а надо просто смотреть историю этого, понимаете? Вот если вы хотите купить машину, да, обязательно вы смотрите на его документы. Если вы хотите, например, что-то делать, вы обязательно его историю смотрите. Если доктор вас хочет лечить, ваша история смотрит, история болезни, чтобы вас могут лечить. Если мы хотим решить эту проблему, нам надо посмотреть историю этой земли. Вот это вот, когда люди начали переселяться туда, за что, зачем, кого, как переселяли. Ну, там два разные менталитетные, скажем, люди. Ну, один из них убежали от русских, чтобы были далеко от всех и могли спокойно молиться, совершить свой намаз. Очень религиозные у нас люди там живет. Чорку, Ворух. Ну, я там часто побывал. А с других стран, там, по данным, что вот так людей туда переселяли, кого судили, кого что-то, ну, чтобы они понимали, это место не надо оставать пустым, потому что там есть таджики уже переселившие, а надо это тоже наши переселить, чтобы. Ну, вот так образовался там, короче, хорошее место, очень красивое, внутри, в горах такое место. Это оставим на решение. Но мы будем обязательно решать, когда мы придем во власть, обязательно будем решать. А что делает Ташиев вот это вот своими поведениями, да? Что делает он своими поведениями? Он своими поведениями сугубляет этот процесс, оставит на после себе большой проблему. Он прекрасно понимает, это надо сейчас решить, а не сугублять и не замораживать. Это надо решить. А он что делает? Он, воспользуя ненависть народа, что настраивает, вот сейчас как русских против украинцев, как настраивали, вот это настроя, он воспользуется от этого настроя народа. Просто психически воспользуется. Последнее его выступление было, например. Он сказал, что ни 1 килограмм мука, ни 1 литр масла, чтобы не перешел в сторону Таджикистана. Он что хотел этим сделать? Реально, если человек, политик, дипломат, понимающий человек, да, что он хотел это сделать? Таджики-то переживут, да, и 90-е годы, и до этого 90, во время царизма, после этого, и в данный момент хуже ситуация. У нас самая худшая ситуация, которую мы пережили и переживем. Работали где-то, да, ну ладно. И 90-е годы не было мука, мы как-то пережили. Не нашли зерно, кушали кукурузу. Не было кукуруза, что-то придумали. Ну, люди-то переживут без этого, без масла. Ну, это пройдет. Это временно. Ну, может быть, год, 2, 3, 4, макс 5 лет продолжает это. А что делал Ташиев? Он сугублял отношения два народа. Отношения два народа.
усугублял. Это проходит. Хоть 5 лет, хоть 10 лет проходит. Но это обида, вот это слова останется в сердца поколение на поколение. Что трудный момент, он хочет закрыть нам питание, которое проходит, он хочет границу закрыть. А что думаете, вся жизнь будет стоять Казахстан так? Узбекистан так? А не думайте, что завтра, может, послезавтра. А когда не будет Ташиева, происходит точно такой же, как сейчас происходит в России. Откуда Ташиев хлеб найдет потом? Ну тогда Ташиев-то нету. А народ Кыргызстан. Источник откуда? Ну только эта сторона останется. Ну да, когда так, когда лево, когда и право. Лево устает, право используешь. А правый устает, левый используешь. Ну такой же. Вот это соседские отношения портит. Вот это новая власть Кыргызстана. Очень сильно портит. Очень. Они воспользуются как будто от психологии народа. Сейчас народ говорит, во, он крутой, он закрыл на таджик, на врага, закрыл граница, закрыл это. Да, мы сейчас собираемся, групповые там пацаны, нас власть поддерживает, мы закроем, не дадим Таджикистану, чтобы проехать какой-то продуктовый КАМАЗ или товар или что-то. А чем? Что вы хотите этим доказать? Что? Вы хотите, чтобы... Вы думаете, что таджики будут умирать от голода? Что там дорога нету, другой страна, там Афганистан, там ничего, да? У них варианта нету, мы только одни варианты. Это одно. Второе, вот это ваше поведение начинает давать понять народу Таджикистану, народу Афганистана и народу Ирана подумать. Вот это вот дает. Сколько людей отделяются, столько тупик останется. Он начинает возвращаться в свою вот эту вот историю, будущее свое, возвращаются. Точно такой же сотнелетними Калык и Лакай были сжаты, не был им доступ, что-то где-то, да? У них традиция был сохранен. А как отпустили их, они сливались, все, нету сейчас. Не замечаешь, традиция, много чего исчезло. А когда их обратно прижмут, опять эта традиция начинается появляться. Вот почему кавказский народ, чеченцы, они держат свою традицию вот это, потому что они сжаты. Если их отпускают, они сливаются и все исчезают. Вот это взято одно кавказских чеченцев, который живет там в Чечне, а второй, который живет, например, в России. Они разные. Почему? Потому что более на другое место живет. Ну, система такая. Поэтому, если есть ума у народа Кыргызстана, они должны четко подумать, чтобы не надо усложнять это за кусок земли. Вы прекрасно знаете, когда вы приехали сюда, когда вас переселил сюда, да, вы свою историю прекрасно знаете. А мы свою тоже знаем. Поэтому, как сказал вот это Сагавьев, надо 300 раз думать, прежде чем что-то делать. Надо 300 раз думать. И вот это заявление Ташиева, да, это националистическое заявление было закрыть границу и не давать ничего таджикскому народу. Вот. Если у людей есть голова, они думают. А то, который вот эта группа собрались, не дает машинам переехать сюда. Еще раз думайте. Вот такой же группировка спонсировала Россия в свое время. Несколько лет назад они были. Тут даже и сегодня есть. В Украине они такие спонсировали, отдали деньги, чтобы они русских били, они русских
флаг сжигали в Украине, оно спонсировался Россией. Россия давал деньги, Россия спонсировала их, чтобы на территории Украины вот такой национализм показали. Вот это сегодня, это повод. Вот это. Вторжение российской армии туда. А это были украинцы. А их спонсировали Россия. Сам. Вот это вот их кураторы, которые были. Мы не дадим русских здесь жить. Мы русский флаг жгем. Ну вот конец чопа. Они не думали. У них есть какой-то оратор, их травит, молодежь. Давай так, давай так, давай, давай. А они это делали. Они не знали, вот завтра что будет. Не надо было это делать. Ненавидишь русских. Сделай закон, чтобы они трудно попали тебе. Все. Чтобы они несколько процедур проходили. Хоть георгиевской лентой ходит, хоть, не знаю, русским флагом ходит там. То их не проблема, он не в жизнь там ходит. 3-4 дня и уходит. Что будет с этой? Ничего не будет. Что меняется? Ничего не меняется. Да? Снимали, били, вложили интернет сотни раз. Я сотни коммент сделал там. Не надо это делать, ребята. Это заканчивается когда-нибудь плохом. Я понимаю, вы не знаете, это ваши спонсоры, это Россия. Россия вас спонсирует, чтобы вы с русским вот так поступали. Ваш куратор обучена Россия. А они это делали, они продолжали. Стоит тебе георгиевская лента, машина там, лента жгет, что-то там. А они специально таких людей отправили, чтобы провоцировали там, и они поступали так. Вот такая ситуация была. Так что, уважаемые соседи Киргизии, надо вам 300 раз, как-то говорят, и думать, еще раз думать, чтобы вот это национализм, вот это вот то, что делает, вот это Украина и Россия пример. Завтра у нас будет такой же. У нас такой же будет. Если вы такого хотите, то поддерживайте вашего вот этого власта. Пусть они продолжают это. Я понимаю, это они ради своего кресла делают. Им без разницы после их ухода, что будет с страной. Что будет. Если человек думает свое завтра, да, он сегодня так не поступает. Если этот человек любит народа своего, да, он так не поступает, он не хочет. Ситуация каждое десятилетие меняется. Спорт точно такой же. Кто-то сегодня победитель, носит пояс, а завтра кто-то еще выходит и его бьет. Вот такой же. Жизнь точно такой же, как спорт. Поэтому надо думать, прежде чем что-то поступать. Вот это ваши Ташиев и остальные, действительно, они ради власти делают. Они ради того, чтобы оставаться. Они смотрят, они изучают людей. Психология у них есть. Какой темп надо держать. Сейчас против Таджикистана говорит что-то, народ тебя любит. Почему? Потому что уже народ вот психологически травлен туда. Уже мы победители. Понимаете, вот это слова. Вот таким темпом вот поступает власть, действующая власть Киргизстана. Они не думают. Им лишь бы оставаться свой срок, как Путин остался 20 чем-то лет, травив народу просто против Украины. Никакой смысла не было. Народ травил. Вот сегодня результат. Не знаю, завтра, может, убегают от этого или умирают. А вот эта вот вражда веками останется. Веками. А он что делал, Путин? Путин ради своей власти это делал. Не ради что-то. Не ради там, чтобы украинцы хорошо жили, русские хорошо жили, и кто-то хорошо жил, да? Не ради этого делал. Он ради того, чтобы оставаться на власть, отвлечь людей. А вот в конце что получилось? Поймите правильно. Поэтому остановите себе и власть своего.
чтобы веками потом не было проблемы. Мы-то нету, мы сдохнем через несколько лет. А там-то живут наши потомки. А у них в мозгах вот это вот останется. Вот вся время его деди, их деди были такие проблемы. Вот били, там убили, землю брали какой-то кусок. За это кусок земли надо еще раз надо драться, еще раз надо. Вы когда-то забрали от нас, мы сейчас забираем от вас. Вот история между Арменией и Азербайджаном. Пожалуйста. Надо спокойно референдум проводить народами. Пусть народ решит. Пусть они сами отвечают. Надо поделиться. На это кусок земля. Столько жизней ушел. Земля-то не мое, не твое. Земля от Бога. Ну, пока живем там. Временно. Квартиранты мы на этой земле. А вот и мы творим на это. Да, давай. Россия, если этого хотел бы, Россия сделал бы, отдал бы моторный завод Киргизстану, какой-то кузовной завод Таджикистану, какой-то завод Узбекистану, какой-то завод Казахстану, какой-то часто. Они творили бы машину, иномарка, как сейчас Европа делает. Европа делает машину. Мотор делает один страна. Что-то делает другая страна. Фары делает третья страна. Вот это делает четвертая. Электроника пятая страна. Они собираются купить друг от друга. Один другой купит. Собирают такой качественной машины. Если Путин хотел бы, чтобы если кто-то, глава вот это вот существующая власть, если хотел бы жить нормально, вот сравниваться себе как-то с мировым там уровнем, да, мы бы поступали бы так. Почему бы не отдали вот Кыргызстану, чтобы делали они мотор? Изучали людей, да, мотор делали. Россия покупала бы. Почему в Таджикистане какой-то электроника? Почему лобовое стекло Узбекистан? Почему фар там не делает? Почему это не делается? Почему не собираются на это, на другой, на третьей страна машина не собираются? Нет, этого и не будет. Почему? Потому что они воспользуются. Им похрен завтра что будет. Им похрен. Лишь бы они живут конкретно, воруют и кайфуют. Все. Они ради свой кайф уничтожают миллионный народ. Миллионный народ уничтожают. И вас психологически на патриотизм подстроит. Вот ты патриот, земля, народ, жизнь. А так у тебя Дастархане, смотри, ничего нету. А ты патриот своей земля. А ты патриот свою родину. Какой родина, которой ты живешь там вообще-то как бомжи, как алкаш, у тебя ничего нету. Кто-то живет, а тебе просто психологически по телевизору настраивает, чтобы вот. А они уходят, они жрут, умрут, все уходит. А вот эта каша потом кто-то должен расхлебывать, а не оставить эта каша. А мы каша это делаем, оставляем на будущее. Чтобы в будущем у нас вот так воевали, жрали друг друга. А вместо того, чтобы дружно жили, дружно производили что-то, дружно Казахстан производил, Узбекистан производил что-то. Какой-то техника, технология, холодильник, машина, самолеты, что-то, техника, оружие, автомат. Между собой вот покупали, отдавали. Товар, граница открыта, чтобы не надо паспорта печатать что-то. Да, иди живи сколько хочешь. У тебя есть паспорт Таджикистана? Да, ставь себе прописка где-нибудь, по жизни живи хочешь. Тебе не надо гражданство менять, не надо граница пересекать. Мы сами усложняем, мы сами вот это делаем. Понимаете? Это делает власть того, чтобы они остались там. Это их политика. Так что подумайте хорошенько и продолжайте свое вот это. Да, сейчас есть какой-то шанс. У нас источник оттуда дохода. Что можете сделать? А завтра подумайте, дети ваши, что будете с нашими детьми? Вот такое кровопролитие будет. Всем салам алейкум. Думаю, всем понятно.